Дорогие друзья, сегодня мы находимся в очень интересном месте. Вот нас впустили, чтобы показать, как работает муниципальный архив города Якутска. Здесь собраны уникальные документы, которые зафиксировали и фиксируют, продолжают фиксировать историю, культуру нашего древнего города, которому исполняется скоро 400 лет. Сегодня экскурсию по архиву проведет исполняющая обязанности директора архива города Якутска Захарова Айталина Афанасьевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам очень приятно, что мы сможем сегодня показать нашим дорогим зрителям, как работает наш муниципальный архив. Вообще в каждом муниципальном районе есть свой муниципальный архив. И вот сегодня мы находимся в нашем муниципальном архиве города Якутска, но надо сказать, что наш архив является очень молодым архивом. Он был сперва как архивный отдел администрации, был создан в 1996 году, и только уже третий год мы работаем как отдельное муниципальное казенное учреждение, уже муниципальный архив города Якутска. Коллектив очень профессиональный, квалифицированный, способный. И сегодня можем гордиться тем, что по итогам работы прошлого года Министерство культуры нас признало одним из лучших муниципальных архивов из 36 муниципальных архивов нашей республики. И сегодня вообще архив, что это такое? Это не только ведь хранилище каких-то старых, ненужных, иногда говорят, лишних документов, а это современное учреждение, которое является одним из, скажем, таких гарантов социальной справедливости, потому что мы исполняем очень много социально-правовых запросов, тематических запросов. Это первое. Второе, мы сохраняем историю нашего города, наших учреждений городских крупнейших. Это второе. Документы, которые уже приходят в наш архив, они сохраняются навечно. Мы говорим на постоянном хранении. А это огромное количество документов, поэтому мы должны их учитывать обязательно. У нас каждый лист, документа у нас пронумерован, подшит и прямо входит в архивный фонд нашей республики и Российской Федерации. Да? И другой вопрос – это еще комплектование, потому что если архив не комплектуется документами, он считается историческим или мертвым архивом. А у нас каждый год по итогам работы примерно 90 учреждений передают на постоянное хранение документы в наш архив. Вот в таких тюбиках мы храним наши ключи. Как видите, у нас все опечатано. Дверь, она железная, обязательно. Никто, кроме ответственных работников, не заходит от архивохранилища. Мы распечатываем. А сигнализация работает? У нас есть охрана, которая постоянно дежурит, и там есть тревожные кнопки. Заходите. Вот так. Мы находимся в архивохранилище номер 1, где хранятся основная часть наших документов. Во-первых, как вы смотрите, да, здесь у нас установлены железные стеллажи. А вот по правилам работы наших архивов, здесь все расписано. Должно быть буквально до сантиметра расписано, как должны стоять эти железные стеллажи, как должны располагаться документы сверху, снизу, вот все прямо чисто по правилам. Например, между двумя стеллажами расстояние не должно быть менее 75 сантиметров. Нижняя часть не более 15 сантиметров от пола. Поэтому это все говорит о том, что мы максимально должны обеспечить сохранность наших документов. А это для чего делается? Для того, чтобы можно было спокойно пройти одному человеку? Да, это, во-первых, пройти спокойно одному человеку с документами. Да. Вот, например, смотрите, да, они у нас на связках. И каждая связка определенная единица хранения, сколько единиц хранения в одной связке, фонд, обязательно номер фонда,
какая опись и за какие годы. Вот в каждой связке все это расписывается. Поэтому здесь, где указаны топографические вот указатели, и мы здесь можем, потому что без этого мы просто можем потеряться, да? Да. Поэтому тут все указывается. Номер стеллажа, какая полка, номер фонда, даже название фонда и за какие годы. Поэтому за каждым хранилищем такой абсолютный порядок. Да? Скажите, а вот у меня вопрос сразу возникает. Почему 15 сантиметров от пола? Ну, потому что, знаете, что, ну, мало ли что, вот если, например, да, в хранилище могут быть там батареи, отопление, Да, но в принципе это не должно быть, да, поэтому, ну, как сказать, возможно, отопление, да, и так далее, поэтому и холодно может быть, потому что у нас ежедневно мы контролируем температурно-влажностный А режим. где у вас градусники? Сейчас вон пойдем туда, Давайте я вам покажу, посмотрим да. градусники. Температура должна быть не выше, скажем, 19-20 градусов, не ниже 17 градусов. Это для оптимальной для бумаг. Да? И плюс влажность воздуха не более 50%. Скажите, а Да. как вам это удается поддерживать? Где-то вы подогреваете летом? Знаете, очень зимой хороший у нас вопрос, жарко. да, это главный, скажу, что проблема многих муниципальных архивов, да, потому что мы в основном находимся в приспособленных помещениях, да. Только у нас национальный архив работает, ну, чисто вот в таком, где проектировался как специальный хранилище, да. А здесь, как видите, у нас и батареи есть, у нас и окна есть, правда, они залежи закрыты, но тем не менее это в идеале должно быть все без окон, без отопления, ну, скажем так, в темноте должны храняться документы, да. Но, к сожалению, у нас такой возможности нет, поэтому это, да, действительно проблема для многих муниципальных архивов, не только нашей Якутии, но и вообще в России. Ну, а да? как вы, вот к вашей хитрости? У нас есть, значит, кондиционер, во-первых, когда у нас сильно становится, ну, особенно летом, да, это жарко, то мы кондиционер делаем. Иногда вообще для увлажнения ставим вот, ну, это емкости с водой, потому что, к сожалению, у нас кондиционерной установки, как в Национальном архиве, у нас нету. Поэтому вот как хотим, как можем, так и делаем. Но хорошо, что у нас... А вот сейчас можем посмотреть? Давайте посмотрим. Да. Но знаете, что у нас, как скажем, у нас в архиве, ну, немножко такой консервативный, ну, архив это немножко, не может такого, чтобы прямо архив это суперсовременный, это в Китае можно, да, в Казахстане сейчас построено такое суперсовременное архивохранилище. Но у нас, как бы, видите, вы да? следите, да? Ну, конечно. Как ваши коллеги. Абсолютно. Да, ежедневно мы записываем, есть у нас журнал, в котором мы записываем. И, кстати, посмотрите, да, вот обратили внимание, да, некоторая часть наших документов, она картонирована, а другая не картонирована. Да, вот смотрите, где картонировано. Это продлевает, ну, опять-таки, жизнь наших документов, да. Но, к сожалению, есть такие документы, которые на сегодняшний день очень сложно картонировать, потому что они нестандартные. Это особенно вот эти листки, расчетные листки бухгалтерии, да, где хранятся про зарплату и так далее, поэтому их очень сложно. Бывает, поэтому они, к сожалению, вот в таком виде у нас, ну, это документы вот 70-х годов, они хранятся пока на сегодняшний день в таком состоянии. Но тем не менее... Посмотрим. Давайте, вот у нас температурный режим, посмотрите, это называется, это гигрометр, тахрометрический. И вот обязательно мы регистрируем вот каждый день, вот с 2011 года уже, ну, как бы начинали, да, вот этот. И вот у нас прямо каждый день мы вот фиксируем температурный режим. Сегодня уже фиксировали? Так, посмотрим. Сейчас я, честно сказать, не могу, но хранители должны были сделать. Да, сегодня 24.08, вы видите, 19 градусов. Так, вот, и 90 градусов. Ну, это, знаете, вот тот гигрометр, он немножко по-другому показывает. А что он показывает? Он показывает это температуру? Влажность и температуру. Температура у нас 18 градусов, да? Да, это как раз самая оптимальная температура. Да? Влажность? А влажность воздуха, она тут немножко по-другому. Там не по Цельсию показывает, поэтому 90. И немножко там хранители сами умеют это все вычитать. Да, это просто не просто как бы не такой обычный. Поэтому и вот таким образом
Ну, скажу, да, что документы у нас, к сожалению, современный, ну не к сожалению, да, потому что у нас архив-то молодой. Ну, к счастью, Да, может быть. да, вот до 80-х годов документы, они хранятся в Национальном архиве. Вот старинные документы, они вот до 80-х годов. Мы, Прошлого века. Да, ну 20 века, да. У нас в основном документы наших городских учреждений хранятся примерно с середины 80-х годов 20 века. Поэтому мы считаем, что документы, ну, более современные, и поэтому история учреждений города Якутска вот здесь у нас хранится с середины 80-х годов. Поэтому у нас является архив, ну, современным, скажем, да, не древних документов архив, а именно современный по нашей времени. Ну вот, теперь, значит, мы сохраняем документы, и одним из самых основных тоже направлений нашей работы это является комплектование документами. По каким направлениям идет сбор документов? Архив молодой, да. Существует буквально 40 лет, ну, да? Угу. Грубо говоря, вот примерно. А вообще сколько лет архиву? Ну вот в 96-м году мы были созданы, да, и вообще в каждом архиве, ну, говорить, что архив сохраняет документы, ну, просто взять с какого-то учреждения, такого нет. По правилам, в каждом архиве есть свой список источников комплектования, который в Национальном архиве, ну, там утверждается председателем правительства нашей республики, а здесь в каждом муниципальном архиве список источников комплектования утверждается главой города или муниципального образования. И поэтому на сегодняшний день у нас 90 учреждений и предприятий нашего города, это крупные, которые, ну, имеют какое-то значение, да, они по истечении определенного времени, которым они у себя хранят, они в упорядоченном виде передают на хранение в наш архив. Федеральный закон об архивном деле есть, по которому четко прописано каждое учреждение, которое входит в источник комплектования архива, по истечении там 10 или 5 лет у себя хранят, а потом уже сами обрабатывают по правилам, да, и они передают в готовом виде в наш, ну, не в наш, а муниципальный, национальный, государственный архив. Друзья, ну вот видите, архив не такой старый, как наш национальный архив республики, муниципальный, городской. И здесь собраны документы многих предприятий города Якутска и пригородов. Да, пригорода тоже, да. То есть вообще практическая такая важность сохранности этих документов какова? Ну, например, человек отработал в районах Крайнего Севера, непосредственно, допустим, на хлебокомбинате города Якутска, ушел на пенсию, уехал, забыл все документы, потерял что-то, и он отправляет вам запрос. Да. Это, ну, одним из самых основных направлений, да, это исполнение запросов, в том числе социально-правовых запросов, да, это которым мы гарантируем его трудовой стаж, награды и так далее, и так далее. Поэтому вот в год у нас, например, да, мы получаем более 5000 запросов, на которые мы отвечаем, исходя из тех сохранившихся документов, которые у нас есть. Да. Поэтому то, что вы подняли вот такой вопрос, это большая проблема, потому что многие учреждения, которые 90-е годы работали, да, особенно вот эти ООО, АО, они, к сожалению, когда ликвидируются, они во многом иногда бывает так, что выбрасывают документы, не обеспечивают сохранность этих документов, да, и когда ликвидируются, они вообще уходят в небытие. Понимаете, когда многие люди, которые отработавшие 30-40 лет, иногда бывают такие, ну, это вообще трагедия, да, когда они выезжают, а потом нам направляют, а мы не можем, у нас нет, но и мы не можем им рекомендовать куда-то обратиться, потому что они ликвидировались и вообще ушли. Но есть те некоторые очень ответственные люди, которые даже не входят в источники комплектования, да, они сами на нас выходят и говорят, у нас в гараже там лежат, да, и где-то вот. Поэтому если есть такие очень ответственные руководители, которые, или бывает даже бухгалтера, которые сами, да, иногда справки делают, вот они выходят на государственные, муниципальные архивы, чтобы мы взяли на хранение вот эти такие документы. Есть такие. А какие документы, какой перечень документов предоставляет каждое предприятие или обязано? Да, вот разные, вот есть основной
по основной деятельности постоянного срока хранения и документы по личному составу, которые хранятся уже определенное время. Поэтому разделение такое есть. У нас сегодня замечательный день. Мы сегодня принимаем новые документы от нового, скажем, для нас учреждения. Это муниципальное казенное учреждение Управления сельского хозяйства городского округа город Якутск. Примечательно тем, что мы сегодня создаем новый фонд. Ранее документы Управления сельского хозяйства в городской архив еще не поступали, поэтому для нас это очень важно. Это впервые поступают документы, начиная 1989 года по основной деятельности и 1987 года по личному составу. И как раз вчера на экспертно-проверочной комиссии Министерства культуры и духовного развития описи прошли, скажем, даже без замечаний, и сегодня к нам подошла для передачи архивных документов Алена Олеговна Львова, которая непосредственно в управлении сельского хозяйства занималась упорядочением вот этих документов, которые находились не очень, скажем так, в упорядоченном виде, можно сказать. Да? И сегодня принимать будет документы. То есть документы были в беспорядке, а Алена Олеговна их все упорядочила. Это специально такая очень сложная, кропотливая процедура работы, когда по номенклатуре, по инструкции по делопроизводству, по специальным правилам ведется упорядочивание документов. Да? И сегодня прием документов будет производить Варвара Анатольевна Захарова, главный хранитель нашего муниципального архива. Так, давайте начнем. Я просто... Тут должна быть музыка такая. Расскажу, да? Торжественный такой момент. Упорядочено исторический. 68 дел постоянного срока хранения. Да? 68? Да, 68 и 97 дел по личному составу. 68 дел, это значит какие-то... По описям, если посмотреть, да, можно я посмотрю? Опись, предприятия, колхозы какие-то или кто? Это как раз идут по основной деятельности, а основная деятельность это что у нас? Это приказы руководителя по основной деятельности обязательно. Руководителя это руководителя МКУ, это бывшее управление. Раньше, например, вот видите, да, опись номер 1 называется, да? Обязательно, смотрите, есть первый лист переименования. Видите, сколько 1988 года было переименование управления сельского хозяйства. Обязательно все это фиксируется. Буквально можно сказать... То есть это городское управление сельского хозяйства, которое с 1987 года и с 1989 года документы собрало. Вот смотрите, оно называлось агропромышленное объединение Якутское. И теперь оно стало департаментом агропромышленного комплекса города Якутска, а на сегодняшний день как управление сельского хозяйства. Да? Поэтому все переименования... Представляете, друзья дорогие, на одном листочке, абсолютно на одном листочке, здесь история заключена, да? И несколько поколений ведь выросло людей, и сегодня, допустим, чьи-то родители, может быть, трудились при тех временах, а сейчас это уже департамент. Да, смотрите, обязательно должно быть впереди предисловие к этой описи, значит, к фонду. Здесь прямо история, скажем, это управление сельского хозяйства описывается в предисловии. Когда оно было создано, да, какие отделы работали, кто там работал. Видите, вся история этого управления описывается в предисловии к этой описи. Да? Справка такая, да? Это очень обширно. Видите, сколько было большая проведена работа, да, потому что это впервые делается, поэтому все впервые. Наш коллега Алена Олеговна провела, я скажу, что очень, можно сказать, вообще огромную работу. Посмотрите, предисловие какое подробное, да, и поэтому здесь считается, что вся история этого учреждения отражается в этих описях. И даже есть список сокращенных слов у нас, да, и начинается уже опись номер 1. Это дел постоянного хранения 1989 года, начинается это приказ руководителя по основной деятельности. Это по правилам, это обязательно приказы являются постоянного срока хранения. Смотрите, да, я вам покажу, в каком виде должны передаваться
на постоянное хранение документы. Вот смотрите. Вот, то есть написано ручкой. Обязательно. А через 100 лет да. эта ручка останется? Ну, через 100 лет насчет не знаю, на Национальном архиве хранятся 400 лет, да, скажем Ну, так. да. Да? Но чернила, они вот химические, поэтому они возможны. А карандаш, естественно, это другой вопрос, да, поэтому Сотрется. обязательно тут обложка. Видите, да? Картонная. Да, обязательно должна быть бумажная, картонная обложка. Никаких там химических, никаких там пластмассовых, синтетических не должно быть. Только бумажная. Простой даже картон, это очень Полиэтиленовых хорошо, каких-то, да? да? Ну, что вы. И тут обязательно, смотрите, вот 4 прокола делает. Мы сегодня вам покажем, как вообще это делается. Да, это обязательно 4 прокола. Завязывается здесь обязательно. И получается, что... Почему вот так делается, да? Вот когда мы открываем, оно должно быть, ну, читаемо, да? Вот, например, вот здесь обычно, когда говорят отступ от края 3 сантиметра, абзац. да, поэтому вот мы должны прочитать. Это видно, Отступ. как делопроизводство велось, скажем, отдельно взятом учреждении. Если правильно велось, видите, как хорошо, например, да, видно. А иногда бывает уже очень сложно. Поэтому иногда наращиваем, да, потому что чтобы все было видно. Но сегодня мы пишем в электронном виде письма деловые, да? А вот здесь и приказы, и так далее. Ну, знаете что, вот когда говорят, ой, почему сейчас вот сохранять архивы, бумаги, это кому они нужны на сегодня, да? Но на сегодня вообще не найдено достойной альтернативы для вечного хранения бумаги. И на сегодняшний день, пусть будут у нас электронные документы и так далее, но на сегодняшний день самая лучшая альтернатива хранения, скажем, да, это бумага. Вот, например, опись номер 1. При приеме передачи документов обязательно главный хранитель проверяет каждое дело полистно, проверяет, сколько количество листов, заголовок, крайние даты проверяет обязательно. И в конце, ну, что у нас мы ставим, да, когда уже все нормально, мы ставим печати уже вот такие на каждое дело. Это номер фонда, номер описи. Вот здесь это мы муниципальный архив. Вот, ставим торжественно. И вот обязательно шифр. Фонд, номер фонда, номер описи и номер дела. Видите, с двух сторон. С этой стороны, с левой, с правой стороны обязательно. Потому что когда мы будем их хранить, когда будем вынимать, вот или так вынимается, или так вынимается. Ну, чтобы можно было прочитать. Да, почитать. А можно узнать, вот что за документ там вообще, о чем там речь идет? Там какие-то приказы... Приказы руководителя по основной деятельности. А что значит? Ну, давайте откроем и покажем. Это же, наверное, не секрет, да, в общем-то. Ну, вот Внутренняя опись. опись чего? Все, Вот. опись этого документа. Внутри о чем? Угу. Ну, об обеспечении жидким топливом котельных, например. Котельных, так. О ходе оздоровления крупного рогатого скота. Это в каком году было? В 89-м? 96-й год. Ну, давайте посмотрим сам документ какой-нибудь. Вот. Это что это вот? Видите, печатали, да? То есть это на печатной машинке же это все обрабатывалось, да? А так не видно как-то. Ну, это в смысле, это Да, вообще, вы знаете, это оригинальные, это настоящие документы же того времени, да? Да. И там написано, каково состояние было там животных или что-то такое, да? О ходе оздоровления крупного рогатого скота Да. от лейкоза. От лейкоза. Вот тогда, значит, была актуальная, так сказать, вот проблема, видимо, да, что с лейкозом. Так, лейкоз был у животных, ничего себе. Это в 89-м году? 96-й год. 96-й год. Ого-го. О подготовке к зиме. Это было дело в 96-м году, да? А подпись чья там стоит? Начальник Начальник. А кто был начальником? Эляков. Эляков. Мгм. Утвердить рабочий план заготовки кормов для скота. И это было, в общем-то, актуальным для Якутска. Да, вот, ну это тогда вот село Сырдах, да, вот в свое время строительство коровника на 100 голов в село Сырдах, это пригород. Поэтому тут тоже вот эти приказы по агропромышленному объединению Якутска тоже здесь фиксировались, и поэтому можно узнать, когда строились, насколько коров строились. Ну, это, в общем, состояние сельского хозяйства вот, в городе и пригородах. Вот здесь
в этих документах можно Скажите, узнать. а кому вообще нужны вот эти документы? Ну, допустим, для исследователей каких-то или, ну, для чего вот это вот, ну, допустим, коровники, вот эти вот, строительство коровников. Это для диссертации Нет, кому-то или кому Конечно, это? могут быть. Я же Так. говорю, что каждый фонд, каждое дело, которое хранится в архиве, оно может годами, столетиями лежать никому как бы не нужное, да? Но вдруг кому-то понадобится, да, написать научную статью, историю вот этого сельского хозяйства, вообще развитие сельского хозяйства в городе Якутске, но, естественно, куда он пойдет? Он пойдет в наш архив. И здесь буквально получается, что 80-е, 90-е, 2000-е годы вся история сельского хозяйства, развития, какие направления будут, вот, пожалуйста, вот в этих документах. Потому что нигде в другом, Хорошо. ну это же, например, в газетах, это совсем другое, а это уже подлинные А это уже документы. подлинные Да, документы. Дорогие друзья, ну вот, мы с вами посмотрели и познакомились с работой нашего муниципального архива города Якутска. Огромное спасибо, Айталина Афанасьевна, что вы так здорово нас, гостеприимно так приняли нас, показываете вашу внутреннюю работу. Большое спасибо, и мы теперь знаем, да, действительно, как принимаются новые документы в наш муниципальный архив. Друзья дорогие, знайте, что если возникнет какая-то необходимость, ну, допустим, подтвердить стаж работы, взять какую-то справку, то есть когда, допустим, вы работали, или вот вы работаете сейчас, уедете куда-то, и вдруг вам понадобится какой-то документ, подтверждающий ваш стаж работы, например, для пенсии, вот, ну или по какой-то другой причине, то можно обратиться в наш архив, где хранится практически все, начиная с 80-х годов прошлого века. Большое спасибо вам. Вам тоже спасибо за то, что дали нам возможность показать, рассказать нашим друзьям, коллегам, вообще нашим жителям нашей республики будни нашего архива.